У меня очень много комедийных ролей. Мехабет ФМ. У меня есть там роль девушки, которая картавит. И зовут меня там в спектакле Разиляшка. Разиляшка? Да, Фарида студентка. Какую-нибудь фразу из спектакля прям. Шигельген, дынья шигенде, хислерем, шигеш. Я оптинде, язгысулар, кулда ты шигеш. Здравствуйте, уважаемые друзья, и сәлеметсіз қадірлі достар. В эфире программа «Секреты татарской кухни». И сегодня у нас в гостях заслуженная артистка Республики Татарстан, актриса театра имени Камала, очаровательная Лейсан Файзуллина. Привет, Лейсан. Привет. Это вам гостиница. О, Рахмат Бекзур, спасибо большое. Лейсан Файзуллина, актриса Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала, заслуженная артистка Республики Татарстан. Родилась в Альметьевске в актерской семье. В 2008 году окончила актерское отделение Казанского государственного университета культуры и искусств и сразу же была принята в труппу театра Камала. В спектаклях театра играла со студенческих лет. Из последних и знаковых роли в спектаклях «Мирхай и Айсылу», «Без ветрил», «Принцесса Турандот», «В ожидании», «Однажды летним днем» и «Дольше века длится день». Ну что, давай, занимай свое рабочее место на сегодня. Лейсан, давай сразу. Как настроение у тебя сегодня? Потрясающе, потому что сегодня солнечный красивый день, и мы будем солнечные блюда готовить. Да? Какое? Которые... Что это за солнечное блюдо? Как полагается, весной нам нужны витамины. Так. И думаю, что витамины мы должны получать не только препаратами, но и едой. Солнечные продукты – это продукты, которые выросли на солнце. И я думаю, что тыква – это один из самых таких продуктов, который принесет очень много витаминов. И сразу. Отлично. Он еще и желтенький, еще и настроение поднимает. Да. Так, а что мы из этого будем делать? Мы будем делать самса, если сказать по-русски, а если сказать по-татарски, это будет сулса. Вот, и мы будем готовить самсу из тыквы с зеленью и с луком. Вот, и на закусочку мы сделаем салат очень интересный с яблоками, рукколой и с черным перцем. Звучит все очень аппетитно, поэтому давай уже начнем. Ты же мне поможешь? Конечно, помогу. А что мы делаем? Сейчас надо будет нарезать тыкву, а я буду в это время заниматься тестом. Так, Вот. мне резать тыкву? Да, потому что это мужское дело, я доверяю тебе самое мужское дело. Отлично. Руслан, не мог бы ты мне подать масло сливочное? Конечно, мог бы. Конечно. Спасибо. Нам понадобится 80-70 грамм. Мы отрезаем. Что? Как дальше это резать? Что? Я половинку вот отрезал. Ну, сейчас надо порезать на небольшие кусочки и... И почистить еще Да, ее надо будет, почистить обязательно. Все, тогда я можно вот так вот вдоль порежу, и потом так будет чистить удобно. Все. Лейсан, ну сразу вопрос, давай. Любишь ли ты вообще готовить, в принципе? Вообще я люблю готовить, но только когда ко мне приходит вдохновение. Так, и часто Вот. это случается? Ну, случается часто, просто я не часто готовлю для публики, и поэтому это один из моих первых разов, да. Ничего. Вот, Я сам готовлю 4-й раз для публики, так что мы с тобой примерно в одних условиях находимся. Лейсан, ну смотри, ну пришло к тебе вдохновение. И вот что ты в этот момент будешь готовить? Это всегда разные блюда. Часто вдохновение приходит именно тогда, когда я езжу в какую-нибудь другую страну, пробую какое-то новое блюдо, и мне хочется вернуться и обязательно его приготовить самой. Из последнего, что это было? Из последнего мне очень понравилось блюдо в Австрии. Оно было с сыром буррата, и поэтому буррата я не нашла. Я нашла примерно похожий сыр и сделала блюдо. Это похоже на такие пирожочки с овощами. Так. И они очень хорошо сочетаются с сыром. Сразу же после поездки приготовила это блюдо и дала попробовать своей маме. Мама была в таком восторге, она говорит, ты готовишь, но очень странные вещи и очень вкусные, не похожие на татарскую кулинарию. Но я всегда стараюсь сочетать, мне кажется, во всех странах есть какое-то блюдо, которое похоже на блюдо твоей нации. Ну что, Лейсан, давай, пока у нас сотейник не остыл, нальем туда молочка. Вот, и обратите внимание, чтобы наши блюда были максимально вкусными, мы используем просто молоко от компании Агросила. Лейсан, ну, вообще рассказывай давай, как ты пришла в эту профессию? Ты же актриса. Я знаю, что ты из актерской вообще семьи. Ну, ты сразу хотела стать актрисой или нет? Или все-таки были какие-то сомнения по этому поводу?
Конечно, были, потому что ты растешь, когда в актерской семье ты видишь все плохие и хорошие стороны актерства. Так. Когда А есть и родители... плохие? Есть Конечно, плохие? для ребенка есть, потому что на 30-40 дней раньше уезжали артисты на гастроли, и ты оставался один, и ты больше времени... Прикольно же. Прикольно, да. Один Прикольно дома. для самостоятельности, наверное. Я очень много занималась там танцами, Ага. где-то там на вокал могла сходить. Я была свободным художником. Я слушала Астора Пиаццолу в 11 лет и танцевала под него импровизации какие-то дома. И мне нравилось, конечно, это состояние свободы, но, ну, естественно, родительская любовь — это Ну, такая понятно. важная вещь. И... Скучаешь, Да, скучаешь, да. да. Вот ты уже нарезал, Ага. теперь бы пора начать натирать на терке. Лейсан, Да. я должен это натереть. Крупная, мелкая, какая? Да, мне кажется, главное натереть, поэтому крупные тоже Давай, подойдет. окей. На крупную, хорошо. Да, не нарезать, а именно натереть. Все, натираем, натираем. Итак, возвращаемся к твоей семье, к маме и папе, которые всегда были на гастролях. Итак, расскажи нам о них тоже немножко, пожалуйста. Давай. Моя мама Раушания Файзуллина, народная артистка Татарстана, а папа Хурматулла Файзуллин, он заслуженный артист Татарстана. Мама работает в Альметьевском драматическом театре до сих пор, а папа с недавних пор уже там не работает, но он такой творческий человек, все равно творчество в нем живет. Так Да? что Отлично, отлично. Ну, слушай, я не знаю, мне кажется, не должно было быть сомнений при выборе профессии. Мне так кажется. Нет? сомнения, они не бывают, они бывают поиски. Каждый ребенок, мне кажется, когда приходит в такой подростковый, осознанный более-менее возраст, они начинают искать, что им Так. интересно. Мне было интересно медицина, Так. мне было интересно хореография, я хотела танцевать. Но что случилось-то? Почему ты свернула с этого пути? Случилось то, что Камаловский театр приехал на гастроли в Альметьевский театр, и они сыграли пьесу Геора Хугаева «Черная бурка». Мгм. Я просто влюбилась и подумала, что татарский театр может быть таким крутым, и что это так классно, что это на уровне, ну, там, всего мира, мне кажется. Это такое искусство было, красиво, очень точно, музыкально, интересно. И я решила, что все-таки, наверное, я хочу в театр. И мы встретились как раз там Это было в каком году примерно? в конце 3-го года, Так. в начале 4-го, 2004-го. И, Ты, получается, в школе еще училась, наверное, да? да, это был 11 класс. К моему счастью, Фарид Бекчетаев в этот год набирал курс. Так. И когда я подошла за кулисами, ну, я, естественно, имела доступ, потому что мои родители работали в театре. Ну, понятно уж, Да, да, да. понятно уж. Вот, и я Ох уж имела эти доступ. золотые детки в театральной сфере. Вот, и я имела доступ за кулисье, и я сказала свои, ну, впечатления, восторг Фариду Бекчентаеву, и Так. он сказал, что можешь попробовать прийти ко мне на курс, и придешь, и посмотрим. Вот, и я пришла, и, к счастью, так получилось, что он меня взял на свой курс. Ну, мне кажется, это судьба. Да. Я по-другому это не могу никак назвать. Ну, то есть, вот после того момента все, твои поиски закончились. Я тебе скажу больше. Я когда уже решила это все, я написала на всех своих тетрадях в 11 классе «Олга Казанны яуларга». Вперед завоевывать Казань. Лиса, ну что, готовый у тебя тесто, нет? У тебя уже мука оттуда вся вываливается. Оно немножко липкое. Вообще тесто должно быть мягким, и лучше просеять еще раз муку. Вообще Так. хорошие хозяюшки, как говорит моя очень любимая моя подружка, Так. она говорит, что хорошие хозяйки всегда еще раз просеивают муку, чтобы тесто было такое мягкое, хорошее. Теперь надо будет тебе нарезать очень мелко лук, а Сейчас я всё буду сделаем. раскатывать тесто в это время. Смотри, пошла ты учиться, все, поступила, да? Поступила. Как ощущения вообще? Какие впечатления были? Но сначала у меня был шок. Почему? Ну, потому что другой город, я никогда не выезжала так далеко в плане
того, что я никогда самостоятельно не жила в другом городе. Вот. Я Так. приехала сюда, несколько раз уезжала в разные районы Казани, где я не бывала. И это было всегда ночью, потому что мы учились до ночи. И я постоянно уезжала куда-нибудь не туда. Я жила на Чайкова, а уезжала там на промбазу. В смысле, просто ты не знала, куда ехать, и поэтому ты... Я садилась на правильную маршрутку, но она ехала в другую сторону, потому что я не думала, что в большом городе есть одна страна, в которую едет по другому маршруту, но потом возвращается по тому, который мне нужно. Ага. И наоборот. То есть я думала, что если написано Чайкова, то все, что написано Чайкова, едет Значит, на Чайкова. едет на Чайкова, да? Да. Я вообще с первого курса начала играть. То есть мне было 17 лет, я играла в Галиаскар Камала уже. У меня была такая второстепенная роль. 17 лет уже? 17 лет, да. На первом курсе? Да. Это как-то связано с тем, что у тебя родители? Просто спрашиваю. Нет? Думаю, нет. И Фарида Я был- просто талантливый, надо отвечать. Да, Вот я всё. очень талантливая. И очень скромная. Просто по я, всей видимо, подходила видимости. под эту роль, и поэтому меня пригласили. Это была роль, меня звали Гузелия, девушка деревенская. Спектакль назывался «Талах-Талах», и ставил его Рамиль Фазлыев, который был еще одним из моих педагогов. У нас было 3 педагога главных. Это был Фарид Бекчентаев, Радик Бариев и Рамиль Фазлыев. Вот, и каждый давал свое. Радик Бариев свое видение, там что-то современное, что-то с пантомимой связанное, с пластикой связанное. Фарид обыдавал именно драматические какие-то вещи нам, систему, как говорится, тренинги. А Фазлыев, он больше был по движению. Мы все так хорошо двигались, мы делали такие поддержки, мы прыгали, сальто все. И у нас был такой интересный курс. Вот Ильгиз Зайниев, ты, наверное, его Да, он помнишь. приходил к нам. Да. в гости. Вот представляете, Ильгиз Зайниев был моим партнером по поддержкам. Мы делали с ним такие невероятные поддержки, прыгали. Он делал сальто тоже с нами. То есть у нас был экспериментальный... сальто делал? Да. У нас был экспериментальный курс, у нас были и режиссеры, и актеры одновременно учились, мы вместе получали образование, но режиссеры еще имели возможность с нами, с актерами, ставить спектакли. То есть, такие их работы облегчались тем, что актеры были под рукой. Ты мне давай задание, потому что я не в курсе. Как мы готовим? Я ни разу не буду готовил тебе помогать. самсу. Сейчас надо нарезать также мелко укроп, также петрушки и еще кинзы. Ну я-то понятно, я буду резать. А ты что будешь делать сейчас? Раскрою секрет. Чтобы сделать такое вкусное тесто для самсы, надо обязательно после того, как ты раскатал тесто, надо масло сливочное взять, прям целую пачку можно. Мы разделили тесто на 2 куска, получается половина куска масла на один лист и на другой. Вот, и получается, если ты положил случайно масло, забыл про то, что тебе надо будет его намазать, ты засунул его в холодильник. Как только что сделали это мы. Да. Можно взять масло руками, а руки у нас теплые, и оно начинает топиться у тебя на руках. То есть ты его немножко разминаешь в руках, вот, и уже начинаешь наносить на тесто. Все прекрасно. А я буду резать. Да. Лисан, когда ты пришла все-таки уже в театр Камала, какие твои были первые роли, первые, может быть, серьезные такие работы, которые, может, и запомнились больше всего? Пришла в театр Камала я сразу в 17 лет на первом курсе, потому что мы все занимаемся в театре Камала с первого курса в малом зале. И мы все практически играли с первого, со второго курса. Мы на втором курсе играли «Каю Казлар», я одну из девушек играла, «Каю Казлар Дамберсин». Как переводится «каю»? «Каю» переводится как «смелые». Так, ага. Вот, и потом я играла уже в конце второго курса у колумбийского режиссера, у Алехандро Гонзалеса. В театре Камала у колумбийского режиссера? Да, это друг Фарида Бекчентаева. Они вместе учились в ГИТИСе. А он тоже на татарском, нет? Он стоял на татарском, но у него был подстрочный перевод, и он каждый раз смотрел, и то есть всегда был в курсе дела. Отвлечемся немножко от прекрасных бесед. Да. Я все сюда выложил. Что еще? Перцы и соли. Перцы и соли. Да. Если ты боишься на глаз, то я могу сделать Я за тебя. ничего не боюсь. Да. Ничего не боюсь. Подумаешь, Хорошо. пересолим так. И надо будет 2 столовые ложки растительного масла. Да. Так, а еще поперчить нужно, да? Да, чуть-чуть обязательно. Так, и 2 столовые ложки. Раз. И... Этого точно будет достаточно? Да. Точно? Ну, давай еще чуть-чуть. Все.
Все, Теперь надо все перемешать. переборщил. А надо мешать ложкой или руками? Вообще все всегда, я считаю, что когда ты Понятно. готовишь, Да, мне да, нравится да. готовить всегда руками, потому что ты чувствуешь и консистенцию. Мне кажется, там воздух появляется, когда ты мешаешь руками. Вот. есть- Жизнь. Уговорила. Да. Уговорила. Я сейчас помою руки. Я и- чувствую кислород. Вот он. Вот там. Ну, мне кажется, Кто-нибудь что... чувствует кислород, нет? Да, я чувствую, я чувствую. Хорошо. Лисан, я все перемешал. Все. Да, хорошо, Попробовал, хорошо. все очень вкусно. Начинка готова. Тесто, что у нас с тестом? Сейчас мы тесто завернем в такую колбаску, змейку. Так. Вот, и завернем, и нам надо будет, чтобы наше масло остыло, поставить все в холодильник на минимум 2 часа. Так. Да, и после этого мы достанем тесто, и я покажу дальше, что делать. Да. Ну что, давай тогда свернули, сейчас уберем в холодильник, ну и заодно прервемся на небольшую рекламу. Друзья, ну что ж, мы вернулись. В эфире «Секреты татарской кухни». Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня Лейсан Файзуллина, заслуженная артистка Республики Татарстан и актриса театра имени Камала. У нас 2 часа прошло, колбаса наша из теста замерзла. Да-да-да. Так, что мы сейчас с ней делать будем? Сейчас, отступив от края 4 сантиметра, мы отрезаем колбасочку. Ты на глаз 4 сантиметра? Да-да-да, ну и 2 фаланги пальца. Поперек ставим и надавливаем. То есть наше вот так должно получиться. И так будем раскатывать. То есть получается это как слоеное тесто такое? Да-да-да. Я пока могу чем-то заняться или нет? Ты можешь резать колбаску. Давай, вот. я буду резать колбаски. Давай. Отлично. Я буду делать вот так. Мне так будет проще. Лиса, ну расскажи, какие роли тебе больше по душе? Ну, драматические или комедийные? Я считаю, что актер должен иметь все и должен быть универсальным. И Так. каждая роль это интересно, каждая роль это работа. И когда работа интересная и в кайф, не бывает любимый, нелюбимый, там, амплуа, не амплуа. Мне кажется, если ты умеешь быть разным, это самое ценное. Вот у нас получился такой треугольник. Так. И надо швами, которые мы Сверху здесь. да, Ага. замяли, ими надо вниз класть на противень. И если ты достанешь противень, мы Я с начнем это удовольствием делать. это сделаю. У нас есть противень. В который мы положили пергамент для выпечки. Так. Но можно использовать коврик, либо растительное масло. Хорошо. Вот. Вернемся к ролям. Но всегда у меня было желание сыграть и в драме, и в трагедии. И вообще, когда была студенткой, казалось, что если драматическая роль, она как будто бы более серьезная, интересная. Ну это же неправда, но Да, это неправда, но это же иллюзия. Я же была- комедию сыграть гораздо сложнее, Да, чем драму. Согласна, да, согласна. Поэтому ты сейчас только драму играешь. Нет, нет, просто я не играю только драму, у меня очень много комедийных ролей. Все вообще зрители отмечают, что Мехабет ФМ, у меня есть там роль девушки, которая картавит. И зовут меня там в спектакле Разиляшка. Разиляшка? Да, Фаридапаның студенткасы. Какую-нибудь фразу из спектакля прям. Шигелген дөнья шигендә хисләрем шигеш шигеш. Я акты инде язгы сулар, кулда калда тик шибеш. Это превосходно. Да, и вот всегда, когда... Афарин. Афарин, да. Я могу кричать. Когда меня узнают на улице там, или в каком-нибудь торговом центре, девушки подходят и говорят: «Разиляшка». О, а часто узнают тебя, нет вообще? А в последнее время, да, я когда... А что случилось в последнее время? Я не знаю, что случилось, может быть, я стала более узнаваемой. И после Мирке и Сулу ко мне начали подходить в торговых центрах. Бывает, что подходят прям семьями, фотографируются со мной. Да. И что говорят при этом? Ну, кто-то говорит, что там, восхищается, что нравятся роли мои. И, кстати, перечисляют все роли. Да ладно? И да, я даже не думала, что люди настолько часто ходят в театр, и хотела бы их похвалить, потому что они приходят не один раз, а на некоторые спектакли, даже вот на Мирке и Сулу, мне девушка одна сказала, что она приходила 5 раз, а на Мехабет ФМ 10. Ну что, друзья, вот такие вот самсушки мы налепили. Один вопрос. Лисан зачем-то заварила чай и пытается сейчас что-то сделать. Что ты делаешь?
Я хочу, вот, чтобы они не жирные были, вот если там маслом кто-то мажет, да, и чтобы был красивый цвет. Так. Вот мне такой сказали секретик, что можно намазать чаем заваренным, крепким. И еще сверху немножко кунжута. Ты тогда давай, Давай, маш давай. чаем, а кунжутом я посыплю. Давай. Можно? Да. Лисан, все у нас готово, мы налепили наши самсушки, отправляем это в духовку. Сколько градусов, сколько минут? 180 градусов, 40 минут. Все отлично. А за это время мы пока быстренько приготовим с тобой салатик. Самса с тыквой и зеленью. Из растопленного сливочного масла, молока, воды, соли и муки замесили тесто, разделили на части. Раскатали каждую часть теста в тонкий пласт, смазали сливочным маслом, свернули рулетом, завернули в фольгу и отправили охлаждаться в холодильник на 2 часа. Для начинки тыкву очистили и натерли на крупной терке. Репчатый лук мелко нарезали и обжарили до золотистого цвета. Измельчили зелень. Все ингредиенты выложили в миску, посолили, поперчили, добавили зиру, приправили оливковым маслом и перемешали. Охлажденное тесто нарезали поперек на кусочки толщиной в 2-3 см, раскатали их в лепешки, наполнили начинкой, залепили в форме треугольника и выложили на противень. Сверху самсу смазали крепко заваренным чаем, присыпали кунжутом и отправили выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-40 минут. Ну что, Александр, давай приступим к салатику. Давай. Быстро. У нас есть руккола, я ее вот сюда вот просто... Да, и помоги мне яблоки нарезать. Такой вопрос. Самые громкие премьеры этого сезона, театральные, где ты принимаешь участие, куда точно нужно сходить? Ну, это уж, естественно, Меркей Сулу, Менгелик Буран. Я играю там во втором составе. Надо смотреть, дни, когда я играю. Ага. И еще я всем советую сходить на Тормошмабу спектакль. Он был номинирован на «Золотую маску». Я хотя там не играю, но это мой любимый спектакль. Так. Вот. И сейчас будет новая премьера. И Сен-Мессис можно туда сходить. Но это прям совсем свежая премьера. И самой веселой, наверное, премьерой этого года является «Очарованный танцем» Бию Перье. Так, Александр, я правильно все делаю? Да, тут можно импровизировать. Вообще не надо относиться к готовке серьезно. Мне кажется, готовка так же, как любовь, вещь, которая любит импровизации. Что делаем, Александр? Давай, нарезали. Масло, перец и... Масло, перец. Да. Масло оливковое? Оливковый. Супер. Много? На глаз. Импровизация, ты же помнишь. На глаз. Пока хватит. Теперь перца. Черный перец. Неожиданно, да? Яблоко и перец. Слушай, мы тебе доверяем, ладно? Мы Хорошо. тебе доверяем, ты пришла к нам в гости, ты знаешь... Я надеюсь, что ты хотя бы раз это готовила дома, пробовала. Зря, походу, надеемся. Ну ладно, я надеюсь, что будет вкусно. Итак, что-то еще мы туда кладем? Ничего больше, ничего лишнего. Теперь перемешиваем. Ну что, Александр, давай, нам осталось перемешать салат, потому что наши самсушки уже на подходе, все уже готово. Сейчас будем пробовать. Салат с рукколой, зелеными яблоками и черным перцем. Зеленые яблоки очистили от кожуры и тонко нарезали. В салатную миску выложили рукколу, яблоки, приправили солью и черным молотым перцем. Добавили оливковое масло и все перемешали. Ну что, Александр, все у нас готово. Давай уже быстрее пробовать. Начнем с салатика. Да. Яблоко, перец, руккола. Не знаю, странно, но очень вкусно. Давай попробуем. Очень необычный вкус, я тебе скажу. Яблоко с перцем. Ну, ты Нет, сам. достаточно вкусно. Вкусно. Всем советую, попробуй. Очень просто и очень вкусно, действительно. Так, с салатиком все понятно. Теперь давай приступим к нашему основному блюду. Да. Самса с тыквой. Внешний вид вообще безупречный. Все как надо. Она поднялась, все, значит, чай тут дал цвет как надо. О, кстати, с чаем, наверное, да, надо все это дело? Да. И я, наверное, в свой чай добавлю сливки. Я люблю со сливками. Окей. А я, знаешь, как, я не с чаем буду. Я вот с катыком хочу попробовать. Самсу с катыком. Пробовала когда-нибудь его? Нет. Сейчас попробуем. Я начну. Я прям руками, ладно? Я вот не хочу Да? там сейчас ножичком резать что-то. Я тоже. Такая сочная начинка. Все, тут вкусно. Лисан, так вкусно вообще. С катыком называется. Это очень вкусно, серьезно, прям. И так быстро, и так просто все готовится. Лисан, спасибо тебе огромное. Рахмат Бигзур за то, что пришла и рассказала все секреты своих салатиков, самсушек. Тебе спасибо. И я всех приглашаю в театр. И приходите, наслаждайтесь еще и нашей игрой.
Уважаемые друзья, это была Лейсан Файзуллина, заслуженная артистка Республики Татарстан, актриса театра имени Камала. Приходите все на ее спектакли. Ну и, конечно же, смотрите «Секреты татарской кухни» в 11:30 каждое воскресенье. Все, пока-пока, сау болыңыз. Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе. Благодарим ресторан «Печь» за предоставленный интерьер и помощь в организации съемок.